Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. И стар, и млад идут в лад. В Канашском социальном приюте состоялось мероприятие, приуроченное к празднику Дня защитника Отечества и приближающемуся юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Ветераны, служащие, взрослые и дети. Как прошла встреча поколений в нашем сюжете. Никто не забыт, ничто не забыто. Память, будто мышечное или умственное, дело практики и опыта. 23 февраля, 9 мая – праздники во многом тождественные, и мероприятия, проходящие под флагами торжеств, во многом схожи. Именно благодаря им подвиг прошлых поколений не забываются в будущем. И именно подобное мероприятие прошло в Канашском социальном приюте, где подопечные Марины Ивановны Никитиной организовали своеобразный концерт с песнями, танцами и стихами для воспитателей, воспитанников и приглашенных гостей, среди которых был и военный комиссар города Юрий Барышов. Самое главное, чтобы вы дружили между собой. Ваше здесь нахождение и учеба должны остаться на всю жизнь. Дружба, дружба, дружба. Дружбе. Сегодняшняя дружба – это во всем мире завтра. Понятно? Ну и, конечно, как военный человек, военный комиссар, предлагаем многим готовиться к высшему военному учебному заведению. Не только мальчикам, но и девочкам. Дети – цветы жизни. Взрослые всеми силами стараются уберечь их от пагубного воздействия внешней среды, пороков, порой грехов и, конечно же, войны. И в этот раз посетивший мероприятие участник войны Вячеслав Андреевич Калинкин поддержал общую атмосферу праздника и творчества, рассказав детям стихи и, конечно, поговорил с ними о воспитании, послушании и стремлении к высокому. Алаверды от воспитанников приюта не заставил себя долго ждать. Театральная постановка по мотивам русской народной сказки «Репка» сорвала аплодисменты зрительного зала. Цветы, памятное фото и сладкие призы всем без исключения участникам мероприятия прилагается. Антоний Николаев, Елена Бладцева, «Вести недели». Актуальные вопросы ведения жилищно-коммунального хозяйства обсудили на днях на расширенном совещании Совета объединения членов собственников многоквартирных домов и ТСЖ. На встрече с активистами побывал заместитель главы администрации города Ринат Алапов. Сегодня на повестке дня обсуждаются 4 вопроса, и все они направлены на принятие комплекса мер по улучшению качества оказываемых услуг в сфере ЖКХ. Это обзор судебной практики за прошлый год и рассмотрели нарушения требований гражданского и жилищного законодательства, подготовки и проведения общих собраний собственников помещений. Важный момент для общественников и запрос от администрации города об актуальной информации о состоянии дел в сфере ЖКХ. Наибольшее обсуждение получило направление об участии собственников многоквартирных домов города Канаша в реализации мер по переводу к раздельному сбору твердых коммунальных отходов. По словам активистов, данный вопрос уже должен решиться к концу 2020 года. При сортировке мусора и цены должны снизиться как минимум в 2-3 раза, утверждает председатель Совета объединения Михаил Александров. На каждой контейнерной площадке, независимо от количества контейнеров, в соответствии с порядком накопления ТКО, утвержденным приказом Минстроя Чувашской Республики, должно находиться не менее 2 контейнеров. Один синего цвета для несортированного мусора, а другой зеленого цвета для сортированного. Вот мы выносим уже сортированный из квартиры и кладем зеленый сортированный мусор. Как утверждает собравшийся, к данному вопросу должен быть комплексный подход. Содействие ожидает не только от руководства муниципалитета и регионального оператора, но и самих жителей города. Отметим, что Совет объединений членов СМКД и правления ТСЖ города Канаша собирается на обсуждение насущных проблем каждую неделю и раз в месяц проводит расширенное совещание с участием представителей муниципальных и общественных организаций. Ирина Константинова, Антоний Николаев, Елена Бладцева, «Вести недели». Они готовы помочь каждому в любое время суток. Поисковики спасательного отряда «Лиза Алерт» в Канаше отметили свой праздник. Год с начала образования отряда. Всего «Лизе Алерт» 9 лет. Поисковики постоянно совершенствуются, учатся. На их счету тысячи спасенных жизней.
В поисково-спасательном отряде все добровольцы. Они – главные помощники государственных служб спасения. Главное правило отряда – финансовая помощь не принимается. Принимается помощь ресурсами, оборудованием, услугами печати ориентировок. Ежегодно в отряд принимаются все новые и новые добровольцы. Но людей все равно не хватает. Помимо поисковой деятельности, Лиза Алерт занимается обучением новых помощников. Ну а главное – профилактикой. Учит детей, взрослых, пожилых, как ориентироваться на местности и избежать трагедии, если все-таки заблудились. Немаловажное значение имеет правильное действие при поиске людей. Почему компанию Лиза Алерт назвали именно вот так? Немножко расскажу. Именно поисковый отряд Лиза Алерт назвали в честь пропавшей в 2010 году Лизы Фомкиной. Вот, маленькая девочка, которая потерялась, ее искали очень много человек. К сожалению, поиски закончились трагедией. Вот. После этого много неравнодушных людей собрались в одну большую, так скажем, кучку и организовали отряд, чтобы детки больше не терялись. На встрече присутствовали заместитель регионального представителя поисково-спасательного отряда Лиза Алерт в Чувашской республике Антон Кислицын, волонтеры города, добровольцы. Самым активным, неравнодушным в знак признательности сегодня вручили благодарственные письма. В городе Канаше представительство отряда организовали в феврале прошлого года. В течение 2019 года к нему присоединились десятки канашцев. Присоединяйтесь и вы к отряду Лиза Алерт, помогите в поиске людей. Олеся Григорьева, Константин Садюров, Елена Бладцева, Краеведческий музей. Его называли королем мелодий. В его музыку влюблялись раз и навсегда. Еще при жизни по Волге ходил пароход, названный его именем – Исаак Осипович Дунаевский. В честь известного музыканта в музыкальной школе города провели большой концерт с участием воспитанников и преподавателей. Одно из известнейших произведений, знакомо каждому из вас. Школьный вальс исполнили преподаватели музыкальной школы «Супружеская пара» Владимир и Ирина Кирилловы. Гостей сегодня было много. Произведение Дунаевского исполнил хор ветеранов Канашского района, руководитель, заслуженный работник Чувашской республики Валерий Шадриков. Коллектив Канашской детской музыкальной школы в очередной раз пригласил жителей города, ребят своих, учеников на замечательное событие, концерт, посвященный 120-летию со дня рождения нашего композитора, песенника Исаака Осиповича Дунаевского. В концерте принимают участие педагоги школы, приглашенные любители музыки, те жители нашего города, для которых музыка стала неотъемлемой частью их жизни. Конечно, большую часть произведений исполняют учащиеся Канашской детской музыкальной школы. Исаак Осипович Дунаевский, автор 11 оперет и 4 балетов, музыки к нескольким десяткам кинофильмов, множество популярных советских песен, народный артист РСФСР, лауреат 2 сталинских премий. Дунаевский обладал уникальным мелодическим даром и внес большой вклад в формирование жанра советской музыки. Это классик нашей советской песни. Будем говорить, теперь уже мы говорим о российской песне. Не менее замечательно его сын, творение его сына Максиму Дунаевскому. Это нужно делать мероприятие отдельно посвященное этому композитору, потому что у него огромнейший вклад тоже в песенную культуру. А вообще слушать его нужно, потому что и знакомиться молодому поколению с этим композитором нужно, потому что это золотой фонд нашей русской песенной классики, советской песенной классики. Зрители слушали исполнение с трепетом в душе. Насколько пронзительны произведения классика в исполнении канашских музыкантов. Олеся Григорьева, Антоний Николаев, детская музыкальная школа. А на этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания.
Низкие цены – мечта, низкие цены – реальность. С магазином «Светофор». В магазины «Светофор» напрямую от производителя поступает товар. Поэтому мы можем предлагать населению товары по очень доступным ценам. На постоянной основе проводятся акции, чтобы ваши покупки стали еще выгоднее. Все группы товаров – продукты, бытовая техника, посуда, бытовая химия, одежда, обувь, хозяйственные товары, товары для дома и многое другое. Постоянные акции помогут сэкономить ваш бюджет. Мы здесь для праздничного стола все взяли, все необходимое. У нас, конечно, большое мероприятие. Завтра у нас свадьба. Вот мы готовимся с настроением. Здесь мы экономим свой бюджет. Нам нравится сюда приезжать. Мы частенько сюда приезжаем, покупаем все необходимое. И покупками довольны, наверное. Да, очень довольны. Огромное количество новинок, детские товары, игрушки, товары для домашних питомцев. Все по самой низкой цене. Я очень часто хожу в «Светофор». Здесь очень выгодно покупать. Мне очень нравятся продукты, ассортимент. Здесь очень часто ходит много народа. И приходите в «Светофор». Приходите в «Светофор», совершайте умные покупки, экономьте вместе с нами. Будем рады вас видеть. А сегодня мы вам предлагаем купить товары по акционным ценам. Подсолнечное масло 5 литров 299,90. Грунт 60 литров 149,90. Лучшие товары и лучшие цены у нас. Город Канаш, Котовского, 4.